Уверенные, статные, красивые. Именно такими предстали Илья Тришкин и Вадим Боровик перед воспитанниками Уфимской коррекционной школы-интерната номер 30, студентами и журналистами. Чемпионы, как их юные поклонники, разговаривают на особом языке, который понимают не все. Но, к счастью, их выручают преподаватели школы-интерната, которые через язык жестов поддерживают живое общение на пресс-конференции. Вопросы от студентов на засыпку. Будущие спортсмены интересуются планами на будущее, личной жизнью пловцов, тем, как настроить себя на победу. Оказалось, что чемпионы ведут такую же разностороннюю жизнь, как и обычные студенты. Несмотря на свою занятость, они находят время и для занятий другими видами спорта, и на семью, и на хобби. Например, Илья Тришкин женат, воспитывает двухлетнюю дочь и даже успевает реконструировать автомобили. Его мечта – собрать ретро-автомобиль из оригинальных деталей. А Вадим Боровик планирует стать тренером и готовить будущих чемпионов по плаванию. По его мнению, болезнь – это не причина отказываться от спорта. Олимпиада для спортсменов с нарушением слуха проходила с 26 июля по 4 августа в Софии. По статусу сурдоолимпийские игры приравнены к Олимпийским играм. Двое спортсменов-студентов ВГПУ защитили честь страны на соревнованиях по плаванию и достигли больших результатов. После 3 дней состязаний в активе Ильи Тришкина были 2 золотые медали в эстафетном плавании, золото на дистанции 100 метров баттерфляй и бронза на дистанции 200 метров. 200 не хватило магистранту Башгоспедуниверситета Вадиму Боровику в борьбе с корейцем за 3-е место на дистанции 50 метров вольным стилем. Сурдоолимпиада 2013 завершилась лидерством России по общему количеству медалей. Воспитанники Уфимской коррекционной школы-интерната номер 30 с огромным удовольствием пообщались с чемпионами, а спортсмены уже готовятся к новым соревнованиям. В ближайшее время сейчас у нас в Казани чемпионат России 5 октября. Потом, видимо, будут сборы централизованные и сборные команды, в которые они входят, выезжает на Кубок мира в Америку. В общем-то, участие их уже определено, и чемпионат мира России даже не является отборочным, потому что они уже в основном составе. После чемпионата мира, Кубка мира, который состоится в Америке, у нас опять внутренние всероссийские соревнования и летом чемпионат Европы, который должен состояться в Казани. Илья Тришкин и Вадим Боровик – яркий пример того, что цели можно добиться, несмотря на серьезные преграды. Нехватка времени, отсутствие условий – это отговорки. Для человека, нацеленного на результат, препятствием не станет даже болезнь.